давние-стародавние времена, когда обитатели небес и подземелья жили в мире и согласии, три сестры, таганки Верхнего, Срединного и Нижнего миров, решили создать что-то настолько прекрасное, чтобы не было равного ему на всем свете. Долгими днями и ночами они камлали в сотворении этого чуда. Алтан Кюмюс Удаган призывала властителей Верхнего мира, Удаганка Тимек Джала Удаган поднимала всю кипучую мощь Нижнего мира, Удаганка Рюн Илгия Удаган обращала свою молитву Таюк, создательница всего живого в Срединном мире, Ан Алахчин Хатун. Приветствую. Ладно. Но за какими ответами на сей раз? Вот сейчас я пишу либретто, спектакль про алмазы. Как вообще вот алмазы появились? Как это связано с космосом? Какая здесь может быть параллель? Ну, рождение чего-то и в ничего — это в целом тема обширная. Это и про нашу космическую программу, это и вообще про формирование Вселенной. Ну, про планеты позже. В целом, ценных металлов, камней, алмазов, фактически мы же сами придаем им цену. Не, ну серьезно. Мы в какой-то момент взяли, договорились, что алмаз, золото, серебро — это драгметалл. А для космической промышленности это, например, солнечные очки. Ну вот, пожалуйста. Первый скафандр человечества для ВКД. Внекорабельная деятельность. Выход в открытый космос. И здесь серебро, например, это солнечные очки, защита органов зрения. Солнце в космосе воспринимается ярче, чем на Земле. Такие дела. Частенько, кстати говоря, путают современные военные проекты «Алмаз-Антей» с космическими станциями «Алмаз». Связи никакой. Вот это прям эксклюзив. Обращаю ваше внимание, не макет, не копия, не картонка и не конструктор. Технологический дубликат космической станции «Алмаз». Алмазы. И здесь «Алмаз», с позволения сказать, просто маскировочное название, чтобы никто не догадался. Ну да, станция шпионская. Снимала вражеские арсеналы, военные базы, обращаясь вокруг Земли на высоте примерно в 300 километров. Простите, что сразу с вами сюда не отправились. Видите, еще одна космическая станция прямо перед нами. Кристалл, да? Нет, вообще это все станция «Мир». Это тренировочный макет у нас в Москве, в Филяс. На этом макете тренировались космонавты перед тем, как лететь на реальную станцию. Так что он тут натуральную величину, тут все близко к тексту. Но да, вы правильно обратили внимание, кристалл. У нас тут, по сути, орбитальная обсерватория для выращивания кристаллов. И опять же, когда вы искусственно растите кристаллы на Земле, используя кристаллическую решетку, многомиллионное оборудование, они у вас вырастают по оси земного притяжения. Вверх, вниз и так далее. В космосе верха и низа нет. Поэтому кристаллы получаются идеальными, симметричными. А вот Нептун, Уран, сказали, там дождь идет, да? Из алмазов. Я бы... Или это все массовая культура, так думала? Ну, смотрите, есть, конечно, нюансы. Смотря что мы называем алмазами. Если не называем алмазами кристаллизирующиеся структуры из-за разницы давления верхних и нижних слоев атмосферы, когда, опять же, метан спускается под влиянием притяжения планеты вниз, кристаллизируется. Ну да, в каком-то смысле это алмазы. Может, даже красивые. Но я бы не стал на них смотреть слишком долго или уж точно ими дышать. Вот алмазы, да? Алмазы, бриллианты. Вот есть такое мнение, что как-то камни могут влиять на сознание человека. Это все суеверие? Не так? Ну, алмаз не имеет никаких особенностей, которые могут оказывать воздействие на человека. Во всяком случае, в настоящее время не выявлено, что он имеет какие-то
формы излучения, либо что-то еще. Поэтому, скорее всего, алмаз – это всего лишь, наверное, легенда. Легенда, которая хорошо сказывается на нас, если мы верим в нее. Ну, понимаете, вот есть, например, методы психологического воздействия, например, вот тот же медицинский гипноз, либо разновидности ввода в трансовое состояние. Там используются либо ритмические движения какие-то, либо световые всплески. Поэтому, понимаете, многие люди, глядя не на алмаз, а именно на бриллиант, который дает игру граней, могут сами себя ввести в транс. Ученые считают, что для человека впадание в транс – это естественное состояние. Если мы не будем входить в транс, мы просто не выживем. А коль так, то дополнительное введение в транс за счет вот световых переливов – это не всегда плохо. То есть это успокоение. Это да. Не год и не два продлилось камлание 3 могущественных удаганов. Из пролитых ими слез, из благословения их песен родилась красавица Катастат Таску, и не было ей равных ни на небе, ни на земле. Где бы ни ступала она, везде воздух наполнялся переливами света и чарующими звуками хамуса. Но недолго длилось ее беззаботное счастье. Концовка вообще не понятна. Алмазы, бриллианты, они как-то мало отражены в фольклоре, в традиционной мифологии. Почему как-то? Ну, это, наверное, естественно, потому что человеческое сообщество именно о бриллиантах узнало где-то только, ну, наверное, первая огранка была в 17 веке, но они не прижились, потому что огранки были достаточно грубые и блеска не было. Блеск бриллианта создает правильная огранка. Это вы отлично знаете. И современные огранки, они на наш уровень развития общества достигли совершенства. Современные бриллианты переливаются. А вот если брать, например, даже бриллианты царской России, мы в свое время работали вместе с Министерством культуры, и там по хищениям проходят вот эти вот старые драгоценности, в частности, и, например, брошь, полностью выложенная бриллиантами. Вы знаете, я скажу опять еретичную мысль, никакого впечатления не производит. Никакого. Вот держишь в руке… Серые стекляшки, да? Совершенно верно. Здравствуйте. Что вам предложить? Смотрите, у нас есть натуральные бриллианты крявые, есть кольца,
Смотрите, вот шикарный камень. Огранка принцесса, белое золото, 750 проба. Просто уникальный камень. 4 с лишним карата. Отличные характеристики. Это самый дорогой. Это самый дорогой камень. Посмотрите, есть у нас еще тоже огранка изумруд называется, тоже в белом золоте. Это редкая огранка, да? Да, редко такую огранку делают. Какой бы из них взять? Возьмите тот, что пожелтее, покрупнее, вот этот вот красивый. Тут это огранка красивая. Слишком? Ну, Слишком очень скучно. шикарный камень. Да. Ну, посмотрите на его игру. Немножко бюджетный вариант. И смотрите, вот такой вот. Тоже светленький. Вот совсем бюджетно. Очень бюджетно, Очень да? бюджетно. Можем подороже посмотреть. Да. Подумай. Подумайте. Подумай. Подумайте. Ни в одном магазине вам так не покажут камень, потому что как бы он там будет запечатан, сертифицированный там этот Да, самый там открыть документами, нельзя. да. И вот как бы якутские бриллианты считаются одними из лучших в мире, потому что они по чистоте, как правило, чистые. Каждый третий бриллиант, сделанный в мире, якутский. Ну да. Оно как, ну как камень чувствуется, да, что не стекло, а камень. А камень, он же какой-то энергией обладает, да, внутренней. Конечно. Да, там же, считай, в лаве сформировалась, да, это энергия лавы там, да, в этом камне. Миллионы лет, сколько он, миллион лет существует, да? Ну да, несколько миллионов. Ну, там то ли 25 миллионов лет назад. Все через вулкан, все наружу. Ну, металла же тверже нет, да? Да. Тверже Ну, нет, в смысле, камней. А в космосе, вот, например, в космосе тоже, значит, нет тверже вещества, да? Пока не находили. Нет уже, да? Не можем сказать про космос. Не бывали там пока. В чем суть бриллианта? Он идеально отражает попадающий в него свет. И отражает, да. То, что падает на него, 100% отражает. это при соблюдении пропорции вот эта вот идеальная огранка по Толковскому, так называемому, ну да, это там определенный, он предполагает полное отражение входящего света. И вот если внимательно присмотреться, да, там внутри уже видно вот включение, там пузырьки какие-то. И в процессе, получается, обработки, это надо будет максимально вывести их, то есть, чтобы это все сошлифовалось. В этом и как бы заключается основная работа, основная задача технолога. И в итоге получается то, что мы имеем, шикарный, сверкающий продукт. Ничего, вдохновились? Ботур Нижнего мира Ар-Джалы и Стахара воспылал любовью к красавице, решил выкрасть ее и увести в свой мрачный подземный мир. Столетиями томится Катастата Аско в затхлом заточении. Только слезы ее капают в подземную реку и, застывая, превращаются в сверкающие камни. Но несет свои воды река наружу, на земную твердь, играют на солнце волшебные камни и пускают солнечные блики в небесные облака. Замечает светлоликий богатырь верхнего мира, Кюнтергелла Бухатыр, сверкающие кристаллы. Кто порождает такую красоту? Какая красавица заточена в плен и ждет своего вызволения? А вот тут вообще красота. Они почему вот в таком виде остаются? Потому что ценность их Здесь? в размере, В да, музее, в да, это уникальности, ну да? как бы в редкости, это же как бы очень редкие вот такие крупные, Оставляют, за да? 100 карат, это да, оставляет их, как правило. Это наш, как бы, такой
Вечный запас, да? Они есть, они им быть, соответственно, быть и Якутии. Это как бы основа, это фундамент, это как бы на чем жизнится. Нельзя, постоянно же говорим, типа, здоровье алмазного вам и прочее. Чтобы у нас такое здоровье было, да? Чтобы у вас такое здоровье было, надо вот этот камень взять и подержать в руках, вот так прижать к сердцу. И сейчас вот, получается, мы должны как бы придумать что-то новое. Это должно быть совершенно новое, или же это должно было быть связано с традициями, должно быть вписано в нашу историю, в нашу культуру? Или же это что-то современное, должно быть космическое, там вот с атомом связанное, может быть? Вы знаете, мне думают, что традиции придумать нельзя. Они формируются сами. То, что раньше у якутского народа не было легенд про алмазы, но это обоснованно, этих легенд не было ни у одного народа. А после того, как алмазы выходят на первое место, и то, что именно якутская земля его порождает в значительном количестве, ну, наверное, это дает основание для формирования нового эпоса. Доброе утро, Владислав Валерьевич. Подходите, у нас будет алгыс. Возьмите тоже, возьмите тоже. Семь дней и ночей длится битва богатырей Нижнего и Верхних миров. Ни один из них не хочет сдаться и отступить. Синим пламенем горят небеса, черный дым окутал земные просторы, течет по ним огненная лава и шипя сметает всю развернувшуюся черную пропасть. Взмолились у Даганки трех миров прародительница Анна Лахчен-Хатун, чтобы остановить эту беспощадную борьбу, уничтожающую все живое. Взмахнула золотыми ветвями властительница и остановила движение времени. Превратила она Катестат Таско, красавицу, вызвавшую раздор между подземным миром и небесами, в сверкающий бриллиант и подарила его людям.
Пусть служит пылающий камень вечным свидетельством любви мужчины и женщины. Пусть радует он всех своей сияющей красотой и оберегает этот мир от горя и разрушения. Дом, дом, дом. Балет, балет, балет. Номинация «Лучший спектакль». Балет. 598 тактов. Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона. Санкт-Петербург. Концертные танцы. Ростовский музыкальный театр. Ростов-на-Дону. Рахманинов. Симфония длиною в жизнь. Башкирский театр оперы и балета. Уфа. Сияющий камень. Саха опера-балет. Якутск. Номинация «Лучший спектакль». Балет. В этом году номинация присуждена «Сияющий камень». Эта награда очень значима для нашего театра. Это впервые золотая маска у нашего балета и очень значима для нашей республики. И мы благодарим всех, кто помог нам создать спектакль, кто помог показать его, и всем, кто создал этот замечательный праздник. Сапсынар кынаты